воскресенье в Беларуси День учителя. Это праздник для более 400 тысяч работников системы образования. Ну и, наверное, для каждого, кто учился в школе. Александр Григорьевич. Я учился, да. Преподавал. Конечно. Вот если вспомнить ваше детство, какой из школьных предметов стал самым важным для последующей политической карьеры? И как отец школьника, каких главных принципов воспитания вы придерживаетесь? Про воспитание только сказал, как получится. Если не понимает, ну, могу жестко сказать. Ну, я все-таки президент, поэтому, наверное, дети считывают, что отца лучше не расстраивать, а если он уже говорит, это закон. Поэтому этот нюанс надо учитывать. Потому я тут не образец в воспитании детей и не пример для вашего подражания. Я в другой системе координат несколько работаю. Ну и дети, конечно же, понимают, что отца подвести нельзя. Я этому рад, что именно они не стали вот этой золотой молодежью, как это модно сейчас говорить. Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. Но если видите, скажите. Даже не мне, а напишите где-то. Я мгновенно отреагирую. Я их приучаю просто жить так, как живете вы, как живут простые люди. Есть у тебя что-то лишнее, отнеси нуждающемуся. Вот мы это не популяризировали накануне учебного года. Ну, разные же дети в школе. Я это очень болезненно воспринимаю. Малыш ходит в школу, ну, он там не одевается, не выделяется, не потому, что я там не могу его одеть. Просто он не должен выделяться из всех. Но он имеет возможность себе там купить одежду нормальную, пойти, а другие не имеют. Вот он и занимался с директором школы, по моему поручению, еще там семейные мои люди. Уточните, кому надо помочь. Старшие поехали там по своим местам, отвезли школьникам что-то. А мы, наверное, человек 50 заявили, что кому-то ранец, кому канцелярские, кому-то одежду надо было и прочее, прочее. И то, что он за лето заработал, малыш, ну, наверное, старшие там что-то ему немного дали. Я 2 месячных оклада в эту кассу положил. Ну, и мои домашние там, врач и прочее. Понемножку собрали, и 50 человек в школе, те, кто нуждался, оказали помощь. И это, понимаете, это в актив его, и это его воспитание, что если у тебя есть, помоги тому, кто нуждается в этой помощи. Я же помню сам, когда я пошел первый класс, первый раз, я не мог купить портфель, мать мне завернула книжки в платок. И до сих пор это помню, когда я, правда, не нес этот платок, а мать несла платок, и я шел первый класс. Я не мог купить, беднота была кругом такая, поэтому надо помогать, и на этом надо воспитывать. Есть у тебя картошка, вырастили там за лето, отвези, помоги людям. Есть у тебя арбузы, отвези. Есть у тебя там, просят, кроликов просили, там овечки, прочее, мы им передали, у нас были. Нет, мы бы купили, если бы не было. Вот на этом надо прежде всего воспитывать. Второе, это твой пример. Знаете, я считаю, что ребенок должен не только учиться. Да, он должен освоить программу, быть грамотным. Во-вторых, он должен быть спортсменом. Обязательно. Это для того, чтобы он вообще симпатичным рос, мужиком. И потом своих детей воспитывал. Но и для того, чтобы он здоровым был. Не надо быть чемпионом мира, если целей таких не стоит. Просто надо заниматься спортом. И есть способность к искусству, к музыке. Вот это вот, что делает тебя выше других. Ты тоже должен этим заниматься. В моей жизни так случилось, несмотря на бедноту, я этим занимался. Вот Виктор у меня музыкальную школу закончил. Дима, у него не были способности, я его не посылал в музыкальную школу. У Николая эти способности очень хорошие. Надо воспитывать на примере, если ты можешь, передай это своим детям. Не можешь, посмотри на других, у нас же популяризация. Что касается предметов, не секрет, я не математик, не физик, я гуманитарий. Поэтому все гуманитарные предметы, прежде всего литература и история, сыграли главную роль, потом обществоведение. Почему обществоведение? Потому что для меня философия – это все. Я очень люблю и любил философию во время учебы. Закончил школу лекторов, будучи студентом, и в основе лежали гуманитарные дисциплины. Поскольку первое у меня образование историческое,
ИСТФАК заканчивал, конечно же, гуманитарный, а потом по несчастью я попал на экономический факультет и там уже отмучился за себя, за всех своих будущих детей. Потому что для меня это все, что связано было с математикой, а тогда еще зарождалась информатика, это была беда. Но пришлось осваивать. И поскольку я уже был взрослым человеком, я, как компьютер-голова, отбирала только то, что нужно мне для работы потом в экономике. Поэтому для меня главными предметами были, я уже сказал, история, литература, ну и потом в старших классах обществоведение.